Добрый день, уважаемые родители и абитуриенты. Мы рады приветствовать вас на нашем онлайн-родительском собрании. Сегодня мы с вами разберем вопросы, которые к нам поступили, разберемся в тонкостях поступления. Меня зовут Наталья Степановна Илюшина, я начальник управления рекрутинга и карьерного развития, и сегодня я вам буду помогать знакомиться с нашим университетом. И позвольте первое слово предоставить нашему первому проректору Мустаеву Алмазу Флюровичу для приветственного слова. Слово. Добрый день, уважаемые абитуриенты, родители. Рада вас видеть на такой электронной онлайн-площадке. Сегодня наша задача максимально ответить на ваши вопросы, потому что среди вас и сейчас еще подключатся, и в записи будет доступно. Будут как раз те абитуриенты и родители, у которых есть вопросы. Ну и, конечно, мы бы хотели, чтобы те, кто подал или подает документы, в том числе по тому регламенту, который у нас есть, необходимые процедуры все выполнили, начиная там от подачи заявления, если есть необходимость сдачи экзамена и, конечно, вплоть до зачисления. Ну, хочу сказать, уважаемые абитуриенты и родители, мы, кроме самих процедур организации приемной кампании, конечно, ждем вас. У нас университет полностью готов к организации учебного процесса. Вы знаете, мы это делаем заранее. Все необходимые ремонтные работы в корпусах общежития, они проводятся или будут проведены. В августе вас ждет по графику заселения, об этом коллеги расскажут. Для всех нуждающихся, еще раз хочу сказать, в том числе даже для заочного отделения, мы предоставляем комнаты в общежитии в центре города с хорошей инфраструктурой. И, конечно, поступив, вы пройдете адаптационный лагерь первокурсника, тоже это такая наработка университета. Много лет мы проводим, помогаем детям адаптироваться и вплоть до того, чтобы выбрать, например, интересующийся вид спорта, какую-то спортивную секцию или творческое какое-то направление. Хочу обратить внимание на то, что сегодня мы будем отвечать максимально на ваши вопросы. И, конечно, просьба не забывать про наш с вами календарь необходимых моментов, подачи там документов, оригиналов. Если есть необходимость сдачи экзаменов, у кого есть творческий экзамен, тоже аккуратно. Ну и мы надеемся, что вы тоже еще раз осознанно расставите приоритеты, в буквальном смысле, которые вы в личных кабинетах можете сделать. В целом, университет наш, если какие-то документы еще нужно, например, документ о целевом подготовке можно еще донести, приемная комиссия работает в корпусах, и все виды, значит, подачи документов также вам доступны. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за выбор вуза. Мы вас ждем. Обязательно поступайте в педуниверситет, и мы с вами будем все ваше время обучения вместе. Спасибо. Большое спасибо. Я напоминаю то, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Можно свои вопросы задавать в комментариях. В конце эфира обязательно на все вопросы постараемся дать ответы. Ну и так как для школьников, выпускников наступила очень горячая пора, много вопросов возникает. Сегодня с нами в студии ответственный секретарь приемной комиссии Галина Александровна. Она еще раз разберет сложные вопросы, подскажет, где как можно себя повести, на что обратить внимание. Слово вам, Галина Александровна. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия. Мы подготовили небольшую презентацию для вас, чтобы это было наглядно, чтобы вы могли в повторе даже пересмотреть, разобрать непонятные вопросы и в случае возникновения каких-то сложных ситуаций позвонить нам на горячую линию, либо прийти в приемную комиссию. Итак, наш университет, педагогический университет, конечно же, в первую очередь реализует педагогические направления. Как вы видите, бюджетных мест здесь 620. Но также есть и универсальные специальности. Здесь 168 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. А в общей сложности более 1300 мест бюджетных вас ждут. Поэтому, пожалуйста, не стесняемся и приходим к нам подавать заявление на обучение. Наш университет педагогический самый лучший.
хотим похвалиться. Согласна. Да. Теперь поговорим о квотах. В первую очередь, какие есть квоты? Есть квоты на все направления подготовки. Это особая, это отдельная и целевая. Сейчас рассмотрим особую квоту. Это 10% бюджетных мест. Кто претендует на эту квоту? Это дети-инвалиды. Инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы и заболеваний, полученных в период прохождения военной службы. Здесь обращаю ваше внимание, часто задают вопрос, инвалиды третьей группы имеют ли право? Имеют, но если причина инвалидности – инвалид с детства. Если в вашей справочке все это указано, то вы также претендуете на эту квоту. Далее, следующая категория детей – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, то есть до 18 лет, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это дети от 18 до 23 лет. Такая категория детей. И третья категория граждан, которые претендуют на особую квоту – это ветераны боевых действий. Какими документами подтверждается эта квота? Для лиц, имеющих сиротство и приближенный к этому статус, это справка, выданная органом опеки и попечительства о том, что он является именно сиротой либо лицом, оставшихся без попечения родителей. То есть справочки, вернее не справочки, а решения судов об лишении родительских прав, свидетельство о смерти и так далее, дополнительные документы прилагаются к этой справке, но основным документом, подтверждающим льготу, это все-таки справка, выданная органом опеки. Она выдается вам по месту жительства лица, без всяких вопросов, если вы обращаетесь, потому что у вас может быть статус установлен давно, допустим, лет 10 назад, и вы не обращались в органы опеки по этому вопросу и говорите, что у нас нет такой справки. Просто идете и в заявительном порядке ее получаете без проблем. Органы опеки вам эту справку выдают. Для установления инвалидности вам нужно обязательно установленная форма справочка, выданная медико-социальной экспертизы. Это федеральное учреждение. Никакой другой справочки по инвалидности не принимается. И для ветеранов боевых действий предусмотрено удостоверение установленной формой, но в удостоверении обязательно должен прописан быть пункт 1 статьи 16 ФЗ о ветеранах. Это обязательно. Другая категория льгот для подтверждения особой квоты не попадает. Далее, следующий вид квоты – это отдельная квота. Буквально в июне принят закон, вернее, изменение в закон об образовании, который значительно расширил категорию лиц, которые могут претендовать на эту квоту. Итак, рассмотрим, что это за категория. Творческие экзамены, сразу предупреждают, сдают все, независимо от того, могут поступать без вступительных экзаменов или вступительными экзаменами. Это не имеет значения. Он дополнительный, творческий, его сдают все. Итак, кто претендует на место без проведения вступительных испытаний? Первая категория – это герои Российской Федерации, лица, награжденные 3 орденами мужества. И вторая категория – это дети лиц, подчеркиваю, дети, не братья, не сестры, не мамы, не папы, не жены, только дети. Лиц, принимавших участие в СВО, специальной военной операции. Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства для проведения боевых действий. Но в том случае, если эти лица либо погибли, либо получили увечья, ранения, травму, контузию. Только эта категория лиц может претендовать на отдельную квоту без проведения вступительных испытаний. Здесь можно еще уточнить по поводу детей. Если вдруг есть дети от предыдущего брака и не было факта усыновления, то такие дети не имеют права претендовать на эту квоту. Обратите на это тоже внимание. Очень много вопросов поступает. Да, отчим не считается отцом, да, к сожалению.
Так, и по вступительным испытаниям. Кто может у нас поступать по внутренним вступительным испытаниям и при наличии ЕГЭ, и без ЕГЭ, и в том числе выпускники СПО, которые могут сдавать также внутренние вступительные экзамены, которые также могут быть общеобразовательными или профессиональной направленности. То есть здесь широкий выбор. Выбирается максимальный балл из того, что вы сдадите или принесете какие-то результаты по ЕГЭ. Кто имеет право на эту категорию? Это граждане, сами граждане, которые проходят или проходили военную службу в зоне специальной военной операции в приграничных территориях. Также призванные на военную службу по мобилизации Вооруженные силы Российской Федерации, опять же, подтверждается обязательным участием в специальной военной операции, участники боевых действий в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также участники боевых действий, принимавших участие в других государствах, но боевые действия должны подтверждены быть справочкой. Очень часто сейчас приносят справки, которые выданные либо военной частью, либо военным комиссариатом о том, что лицо мобилизовано, но, к сожалению, этого недостаточно. Обязательно нужно упоминание о том, что мобилизовано для участия в боевых действиях в специальной военной операции. Сейчас перед вами слайд, который регламентирует, какие документы нужны для получения отдельной квоты. Соответственно, героям Российской Федерации и лицам, награжденным орденами, это специально выданные удостоверения установленной формы. И остальным лицам это справка, выданная уполномоченным органом, не общественной организацией, не еще кем-то. Это военный комиссариат, военная часть. Если лицо служит сейчас, находится в зоне боевых действий, подтверждается воинской частью. Если получил увечья, ранения, выбыл, но принимал участие, то военным комиссариатом. Далее, следующая категория льготников – это целевая квота. Уважаемые участники, здесь не нужно спрашивать направление от вуза, чтобы стать целевиком. Вы сами себе хозяева, вы находите заказчика, это любая бюджетная организация, которой нужны кадры, и, заключая с ними договор, соответственно, приносите, либо прикрепляете в личном кабинете этот договор, который подписан вашим заказчиком, номер и дату проставляете там же у заказчика, не в вузе, и подписываете сами между заказчиком, работодателем и абитуриентом. Если абитуриент несовершеннолетний, прикладываете еще согласие родителей на заключение данного целевого договора. Здесь оговорюсь, всю документацию по целевому обучению вы можете найти на нашем сайте. Заходите на официальный сайт, нажимаете кнопочку «Абитуриенту», далее нажимаете кнопочку «Целевое обучение», и там вы найдете всю документацию, всю нормативку, начиная с положения, заканчивая типовой формой. Пожалуйста, ее используйте. И там же есть образец заполнения. Внимательно посмотрите, как он заполняется, чтобы избежать ошибок каких-то. И, внимание, ваш уникальный шанс поступить. Есть доступные места, свободные. У вас есть еще буквально, наверное, дней 10, чтобы успеть заключить договоры о целевом обучении. Здесь на слайде вы видите количество вакантных до сих пор мест на целевое направление, на целевую квоту. Обратите внимание, дошкольное образование 8, право и правоохранительная деятельность 7 и далее. Но условия, конечно, у вас должны быть необходимые ЕГЭ. Они вот в правом столбце, посмотрите, если они у вас есть, смело идете в администрацию района, в отдел образования, в школу, в садик, куда вы хотите, где вы хотите работать. И
просите заключить с вами целевой договор. Кадры везде нужны, особенно педагогические. Я думаю, вам будут везде рады. Но не только школьники у нас могут заключить договоры о целевом обучении. Выпускники колледжей точно так же могут заключить такие же договоры. В том числе и на магистратуру лица, имеющие высшее образование. Не упускайте свой шанс. Это реальный шанс получить бюджетное место. А для выпускников СПО, естественно, и выпускников высшего образования есть предусмотрены внутренние вступительные испытания. То есть здесь они уже не ориентируются на необходимый ЕГЭ. Поэтому уникальная возможность, прошу воспользоваться. Далее напоминаю, что остались очень короткие сроки для завершения приема документов. Обратите внимание, в этом году изменения на все формы бюджетного приема, и очное, и очно-заочное, и заочное. Сроки единые. Пожалуйста, кто поступает по внутренним вступительным испытаниям до 20 июля, пожалуйста, завершите прием документов. Кто только по ЕГЭ до 25. Первая волна зачислений у нас для квотников. Прием оригиналов 28 июля. Опять же, здесь нововведение. Федеральные оригиналы документов вы должны предоставить до 12:00 по московскому времени, то есть 14:00 местного, без всяких опозданий. Дальше просто не сможете подать. Система вам не даст. В основном же все отдают дистанционно, через личные кабинеты. Просто не успеете прикрепить, нажать кнопочку на тех же госуслугах. И, соответственно, приказ первой волны будет 30 июля. Общий конкурс будет прием оригиналов до 3 августа, также 14:00, приказ о зачислении 9 августа. Напоминаю, опять же, кто только сдает по ЕГЭ, здесь срок еще у вас есть 5 дней. 25 июля вы должны завершить прием документов и ждать, соответственно, конкурсных списков, которые будут 27 июля. Платный прием у нас завершается 12 августа, и приказ вы увидите 25. Далее у нас есть очень много ситуаций. Приходят дети, у которых не получилось, как-то не сложилось со сдачи ЕГЭ. И в итоге имеют 2 результата ЕГЭ. Что делать в таком случае? Куда поступать? Что делать ребенку? Здесь есть выход. Можно сдать 3-й экзамен в ВУЗе. Перед вами перечень направлений подготовки и какие, слева вы видите, ЕГЭ, возможная комбинация и куда вы можете поступить. Обратите внимание, кто обладает какими-то творческими талантами и имеет ЕГЭ по русскому и обществознанию, пожалуйста, художественное образование, музыкальное образование, ИЗО и цифровые технологии. Вы сдаете в ВУЗе, соответственно, творческие испытания. Это танец, музыкальное исполнительство, рисунок. Пожалуйста, воспользуйтесь этой ситуацией. То же самое с родными языками. Родной башкирский, обратите внимание, с английским языком даже есть. Вам всего лишь нужно будет сдать в университете. Это родной язык, либо татарский, либо башкирский. То же самое физическая культура. Сдаете нормативы в университете, имея 2 ЕГЭ, и поступаете. Если у вас русский язык, биология, пожалуйста, логопедия, физическая культура и спорт. Русский язык и математика, но здесь математика только профиль. Такой востребованный, я бы сказала, даже направление декоративное прикладное искусство и дизайн. Тоже придете, сдадите рисунок и считайте, пройдены вступительные испытания. Русский язык и литература. Здесь компьютерная графика и анимация. То же самое. В университете сдадите рисунок. Пожалуйста, либо сфотографируйте, либо потом посмотрите в рассылке данный слайд и воспользуйтесь данной ситуацией, потому что очень много
у детей, у которых есть всего 2 ЕГЭ. В этом году вы расставляете приоритеты. Уже, наверное, все столкнулись, что такое, с чем его едят. В личных кабинетах, на госуслугах вам предлагается куча направлений, и вы в ужасе там, в панике, не знаете, что делать. Во-первых, выбираете 5 вузов. В каждом вузе 5 направлений. Расставляете приоритеты. Первый – это куда вы очень сильно хотите. Второй – менее. И так до 5. Ну, может быть, кто-то там 2-3 выберет, кто-то целенаправленно идет только на 1. Но обязательно проставьте приоритеты. Это ваше желание. Для нас это сигнал, куда вы хотите. При этом заявление вы можете подать 2. И на бюджет, и на коммерцию одновременно. Хоть и на коммерцию зачисление позже, но просто определитесь сразу, что хотите, и подстрахуйте себя. Далее, что значит для вуза приоритеты? Для вуза приоритеты значит, что мы определяем у вас наивысший приоритет на каждом этапе зачисления. Что значит наивысший? Во-первых, должно быть условие. Вы должны проходить по конкурсу на заданное вами, выбранное вами направление. Если не проходите, соответственно, и приоритет вылетает, он уже не учитывается. Вот на данном примере вы видите, что у нас гражданин Иванов на биологию и химию оказался под красной чертой. Он не прошел туда по конкурсу. А вот на дошкольное образование и на логопедию он прошел. И вот среди этих приоритетов 2 и 3 мы выбираем, для нас вуза будет высшим, это 2. Соответственно, и зачислится он, Иванов товарищ, на дошкольное образование. Здесь поменять вы уже ничего не можете. Поэтому определяйтесь, пожалуйста, до завершения приема документов со своими приоритетами. И потом не говорите, что я туда не хотел, это менее для меня предпочтительно. Поэтому продумайте свои шаги сразу, чтобы потом не было для вас сюрпризов. Если есть вопросы, позже можно будет задать, а продолжит выступление Наталья Степановна. Да, еще раз добрый день. Здесь я тоже еще раз хотела бы подчеркнуть, что вот эти приоритеты, это как бы система автоматически уже будет вас зачислять, исходя из ваших приоритетов. Ни ваше желание мы больше не спросим, ни наше, ничего уже действительно нельзя будет изменить. Поэтому очень хорошо подумайте, прежде чем расставить приоритеты. Ну и самая, наверное, наша головная боль, потому что очень много вопросов бывает от родителей абитуриентов, где что посмотреть, где что найти. Ну, во-первых, убедительная просьба всю информацию смотреть исключительно на официальном сайте университета. Есть у нас официальная группа ВКонтакте, там тоже можно спросить что-то и посмотреть. Все остальные источники мы вам не рекомендуем. У нас на сайте, когда вы заходите на сайт университета, видите такую вкладочку «Абитуриенту». Это как раз-таки те, кто поступают, и вся информация для поступающих находится там. Здесь есть QR-код, можно будет отскринить, но, в принципе, я думаю, проще зайти через поисковик. Дальше как пользоваться. Здесь вы видите скрин именно сайта приемной комиссии, и там для удобства навигации есть кнопочки по уровню образования. Вот вы видите колледж, например, если вы поступаете в колледж, бакалавриат и специалитет, магистратура, аспирантура. Дальше кнопочки идут с разъяснениями для каких-то отдельных категорий граждан, у которых есть свои особенности. Когда вы выберете нужный уровень образования, например, вот здесь вот я выбрала бакалавриат и специалитет, и есть наверху такая зона с кнопочками, потому что здесь очень длинный лендинг, и проще по странице ориентироваться, исходя из этих кнопочек. И я рекомендую всем тоже больше всего использовать кнопочку «Документация», потому что там все документы с подписью, там точно без ошибок, там вся информация достовернее некуда и разложена в понятной тоже форме. Если вы боитесь что-то посмотреть не там и ошибиться где-то в каких-то там наших красивых дизайнах и прочих навигационных элементах. А когда вы зайдете в раздел «Документы», самый главный документ, конечно же, правила приема. Я понимаю, что вы его не читаете никогда, но там очень много информации, поэтому дальше все разложено
максимально понятно и разбито по блокам. Например, самый популярный вопрос про минимальное количество баллов, да, был на той неделе, есть отдельный документ. Например, если у вас есть какие-то индивидуальные достижения, посмотреть, что можно учитывать, сколько баллов за что дается, тоже можно в отдельном документе. Дальше сейчас начинают поступать уже вопросы по поводу вступительных испытаний. Во-первых, если вы идете по ЕГЭ, вам никаких не надо экзаменов сдавать, при условии, что вы не поступаете на какое-то творческое направление. У нас есть внутренние экзамены на таких специальностях, вот логопедия, хореография, музыкальное исполнительство, там, где с физической культурой связано с изучением родных языков. Там предусмотрен внутренний третий экзамен. Это вы его, в основном это все сдается очно. Все остальные, например, те, кто поступают на базе колледжа, те, кто имеет статус инвалида, имеют право на сдачу внутренних экзаменов, те, кто поступают с новых территорий, иностранные граждане, они сдают внутренние экзамены, и, соответственно, это будет онлайн, за исключением тех же творческих экзаменов. Те, кто сдают экзамены онлайн, вы можете посмотреть сейчас уже программы вступительных испытаний, примерные какие вопросы, какие темы, как это все будет сделано. Это можно, вот сейчас я даже написала путь, вы выбираете уровень образования, потом идете во вкладку «Документы» и смотрите программу вступительных испытаний. Для магистров и тех, кто поступает в колледж, тоже все по аналогии. Просто сегодня у нас акцент встречи на тех, кто поступает в бакалавриат, и на родителей абитуриентов, поэтому это мы не рассматриваем отдельно. Также большая убедительная просьба посмотреть всем поступающим, что у вас есть в личном кабинете абитуриента. Это когда вы у нас регистрировались. Там есть очень хорошая вкладка «Нормативные документы». Там, когда вы заходите в личный кабинет, у вас слева вертикальное такое меню длинное, и там есть вкладка «Нормативные документы». Там очень много полезной информации для вас. И там будет инструкция по прохождению вступительных испытаний. Здесь еще я хотела сделать такой акцент, когда у нас подают документы на творческие направления, например, на рисунок, на танец. Очень многие думают, что мы вас здесь научим рисовать и танцевать. Дорогие абитуриенты, когда вы поступаете на такие специальности, здесь имеется в виду, что вы уже этим направлением занимаетесь, вы уже умеете хоть как-то рисовать не на уровне для себя и дома, а вы ходили, например, в художественную школу, у вас есть действительно талант к этому делу, и тогда вы идете сдавать экзамен, потому что там предусмотрена программа, что это академический рисунок, и смотрится, насколько вы это все знаете. На танцах тоже вы показываете там номера. А также по вступительным испытаниям, буквально, наверное, уже на этой неделе появятся у нас первые консультации по вступительным испытаниям, они будут онлайн. Есть у нас официальный аккаунт на YouTube по университету, и там можно будет ознакомиться в удобное любое время, хоть днем, хоть ночью, из любой точки мира, посмотреть запись консультации. Вот я сделала скрин с прошлого года, как это выглядит. Например, вот будет бакалавриат 2023, консультации по вступительным экзаменам. Это все можно будет найти и посмотреть. Рекомендую всем ознакомиться, потому что очень много рассматриваются сложности, которые возникают обычно у абитуриентов, какие-то подсказки там даются, на что обратить внимание, когда вы будете проходить тесты. И хочу тоже еще раз напомнить, что если у вас экзамены повторяются, например, вы подаете на 5 специальностей после колледжа, у вас везде есть русский язык, вы не сдаете 5 раз русский язык, вы его сдаете 1 раз. И попытка у вас тоже будет на все экзамены 1 раз сдать любой экзамен. Поэтому тоже на это обратите внимание. У вас доступ будет предоставлен, там указано время. В этот период нужно будет зайти. Возможно, какие-то экзамены у вас совпадают и выпали на 1 день. Нужно правильно распределить время. Например, с утра вы сдаете 1 экзамен, после обеда вы заходите и сдаете 2 экзамен. Здесь тоже обратите внимание на время входа в систему для сдачи экзаменов, потому что если, например, у нас доступ до 10 вечера, не нужно в 10 вечера туда заходить. На экзамен обычно отводится час времени. Соответственно, вот самый последний ваш вход за час до завершения всех экзаменов. Это тоже бывает такая ошибка, часто потом пытаются подавать на апелляцию. Это не тот случай, когда мы примем от вас апелляцию. Дальше, по поводу расписания вступительных испытаний. Оно уже давным-давно известно.
Оно висит в документации, оно у вас в личном кабинете абитуриента, все можно посмотреть. Также за несколько дней до экзамена вам на почту, с которой вы регистрировались, придет письмо, где будет дана небольшая инструкция, что нужно сделать. Здесь обратите ваше внимание, что если вдруг это письмо вы не нашли у себя на почте, во-первых, проверьте папку «Спам». Если и там нету, и вообще нигде не можете найти, тогда это повод позвонить, написать, спросить и уточнить, действительно ли, нужно ли что-то делать или все хорошо, и вам назначены на какие-то другие дни. У нас специально для этих целей работает горячая линия, есть телефон даже бесплатный, позже тоже покажу, по Республике Башкортостан, единый номер 8800, который начинается, звонки бесплатные по республике, можно спокойно звонить. Горячая линия работает с 9 до 6, в этот период можно задать любой вопрос. А дальше списки поступающих, тоже очень популярный вопрос, где это все смотреть. Когда вы заходите на сайт приемной комиссии, там есть такая кнопочка, она красненькая, «Код приема». Когда вы на нее нажмете, вас спросят, какой уровень вас интересует, выбираете уровень и смотрите, там будут вот такие вот разные, куча направлений, вы выбираете то, которое вас интересует, смотрите, какой конкурс вас интересует, по какой-то квоте, либо общий. Вот, например, здесь у меня в примере общий конкурс, подано 175 заявлений, можно на это нажать и зайти вот уже в такой километр тех людей, которые подали заявление, и посмотреть, как же там складывается ситуация. Обратите внимание, здесь вы не увидите фамилии. Здесь вы все по СНИЛСам, либо если у гражданина нет СНИЛСа, просто его нету, не в смысле, что он не предоставил, а его нету физически, то он шифруется, как видите, вот первый человек, он под шифром идет. Дальше вы видите, сданы ли у человека оригиналы. Здесь тоже это можно. Здесь вот пока на примере только все пока с копиями. Видно номер заявления. И вот, например, статус активный. Это значит, что человек еще будет сдавать вступительные испытания. У него пока нет результатов каких-то. А вот сданные вступительные испытания, это означает, что человек поступает по 3 ЕГЭ. Результаты уже есть, они проходные. И он уже сидит и ждет, когда остальные сдадут экзамены и подгрузятся их результаты. И также вы видите здесь приоритеты. Например, вот первый человек, он явно, что здесь целенаправленно хочет на эту специальность, а 2 остальных, это у них специальность идет лишь 3 в личном рейтинге, поэтому, возможно, они с этой специальности уйдут. А здесь тоже есть разница с прошлым годом, если кто-то вот спрашивал у своих там друзей в школе. В том году было зачисление по оригиналу, то есть на какую специальность человек положил оригинал. В этом году просто оригинал находится в университете, и зачисление происходит исходя из ваших приоритетов. В этом разница, поэтому лучше не спрашивайте у тех, кто поступал в прошлые годы. Ситуация каждый год меняется, лучше все вопросы задавать в приемной комиссии. Это вы можете сделать либо по телефону, по почте, ВКонтакте у нас есть группа. И если вы зайдете на сайт, там есть такая кнопочка «Задать вопрос». Это тоже мы читаем эти вопросы и отвечаем очень быстро. Поэтому пользуйтесь. Ну, также, конечно, можно приехать, но рекомендуем воспользоваться дистанционными способами. Это экономит вам время и силы. Следующий тоже уже вопрос, который начинает поступать по поводу стоимости обучения. И мы вот сделали такую табличку кратенько. Здесь шифры указали о специальности, потому что когда вы поступаете, видите, что есть такие циферки перед названием направления. Это для удобства, чтобы не было много больших слайдов. И здесь какой алгоритм зачисления на коммерцию. Ну, во-первых, конечно, нужно сдать экзамены, если они предусмотрены. Баллы ЕГЭ тоже должны быть проходные. Очень много вопросов от родителей, абитуриентов, что бытует мнение, что если на коммерцию, то не обязательно, чтобы были все ЕГЭ или чтобы они были проходные. Нет, требования к поступающим одинаковые, независимо будете вы на бюджете или на внебюджете обучаться. Вот это первый критерий. Второй, вы в личном кабинете, у вас будет такая кнопочка «Подать заявку на заключение договора». Мы ее получим. Дальше вам придет инструкция, что нужно сделать, и один из пунктов этой инструкции нужно будет оплатить за обучение. Вы сами выбираете, можете полностью за год оплатить, можете половинку, можете четвертинку. Это вот как бы те возможные варианты, исходя из вашей ситуации. Ну и дальше заключаем договор. Здесь не нужно, наверное, пока сейчас уже это делать.
Потому что сначала мы зачисляем всех на бюджет, дальше идет формирование группы. Не все группы, не во все даже группы, где есть бюджет, будут добираться внебюджетные студенты, на это прошу обратить внимание. По очной форме есть тоже требования по порогу ЕГЭ. Все-таки есть такие критерии, ниже которых просто мы не рассматриваем научную форму обучения. Здесь цены указаны за год, поэтому тоже прошу обратить внимание. Здесь хотела бы сделать такое небольшое, это не совсем реклама, это государственная программа. У Сбербанка есть такое понятие «образовательный кредит». Очень выгодные условия именно для тех, кто поступает, но прежде чем обратиться за этим кредитом, нужно заключить договор, какую-то хотя бы часть суммы оплатить, и дальше вы уже идете в банк и оформляете этот образовательный кредит. Также есть возможность оплатить за обучение материнским капиталом, это тоже практикуется, но здесь тоже нужно будет сначала заключить какую-то сумму небольшую, оплатить, для того, чтобы мы могли с вами заключить договор. Дальше уже с помощью нашего юридического отдела вы будете оформлять как раз-таки поступление средств из материнского капитала. Следующее, еще раз хотела бы тоже напомнить, хотя уже идет, наверное, такая вторая активная неделя подачи документов, но все равно есть много вопросов по проходным баллам. Эти минимальные баллы устанавливаются учредителем. Это не мы придумали, это не наши пожелания и хотения, это наш учредитель, в нашем случае это Министерство просвещения Российской Федерации. Такие же проходные имеют и те вузы, которые подчиняются Министерству образования Российской Федерации. У каких-то вузов они немножко отличаются, но это все устанавливается исключительно учредителем университета. Дальше, если у вас не проходные эти баллы, уже Галина Александровна рассказывала те варианты, которые можно рассмотреть. Ну и если вы не имеете 2 ЕГЭ с тем вариантом, чтобы сдать какой-то 3-й внутренний экзамен, то здесь мы приглашаем вас в наш колледж. После нашего колледжа в университет поступают к нам без ЕГЭ. Программа на заочке будет сокращенной. Например, если на очной форме срок обучения 4 года, на заочке это будет 3 года 6 месяцев. То есть это тоже достаточно интересный вариант. И после колледжа вы не имеете ограничений по выбору специальности в университете, вы можете выбрать любую специальность, можете продолжить осваивать ту профессию, которую вы выбрали в колледже, можете сменить свою траекторию профессиональную. Это не возбраняется. Дальше по поводу индивидуальных достижений. Здесь у нас появилось изменение, потому что буквально наверное, на той неделе у нас появился распорядительный акт, который рекомендовал начисление баллов дополнительных как индивидуальное достижение за службу в армии. Там у нас начисляется максимум 10 баллов. Также хочу напомнить, что за что можно вообще получить официально дополнительные баллы. Конечно, мы очень рады тем, кто приходит к нам с красным аттестатом и дипломом, так условно с медалью, которые называются. Здесь есть нюанс. У вас именно в вашем документе об образовании должно быть написано, что это с отличием. Если у вас просто по сумме баллов выходит 5 баллов, как бы вы думаете, что это с отличием, но нет вот этой волшебной приписки, то ваш аттестат и диплом не считается с отличием, и баллы мы вам начислить не сможем. Следующий значок ГТО. С этого года у нас появилась градация. Золотой значок дает 5 баллов, серебряный и бронзовый 2 балла. Здесь тоже нужно все документы предъявить, заранее об этом побеспокоиться, потому что еще есть, в принципе, время, еще можно успеть какие-то подтверждающие документы взять. Волонтерство, очень много вопросов. А почему так много часов и прочее? Во-первых, есть рекомендации по учету волонтерской деятельности. В рекомендациях вообще даже указано 100 часов в год. Исходя из опыта прошлого и позапрошлого годов, мы решили все-таки, что уменьшить количество часов, 30 часов в год – это вполне выполнимая задача. И мы учитываем за последние 4 года. Например, 2022 год у вас есть 30 часов, это 1 балл. Если в 2021 было у вас 30 часов, еще 1 балл. И так 4 последних года. То есть можно максимум получить 4 балла. Спортивные достижения у нас учитываются только при поступлении в Институт физической культуры и здоровья человека с учетом специфики. Там тоже есть градация, до 10 баллов можно получить. Акулинская олимпиада. С этого года у нас тоже нововведение. Даже участники олимпиады могут получить сертификат участника и получить 2 балла. Ну а призеры и победители традиционно получают 10 баллов.
И новые конкурсы, которые мы тоже впервые включили в правила приема, которые дают 10 баллов при поступлении. Это «Моя земля в цифровой проекции» и «Взгляд молодежи на меняющийся мир». Ну и служба в армии, как я уже говорила, тоже свои баллы можно получить. Здесь единственный комментарий, что, во-первых, сумма баллов не может превышать 10. То есть, если вы принесли вот все из этого списка, вам не будет там 50 баллов начислено, нет, будет 10. Ну и олимпиады мы учитываем за последний год. Потому что очень много тоже обращений. 5 лет назад, 3 года назад где-то что-то поучаствовал, был призером. Нет, такие олимпиады мы не учитываем. Ну и наши контакты. Здесь вот я тоже обращаю внимание на телефон. Есть городской обычный, и есть вот этот вот номер 8 800 787 99 99, бесплатные звонки по республике Башкортостан. Обратите на это внимание, чтобы не было у вас списания платы за ожидание, когда там, если в горячую пору, действительно линия будет горячей, будет сложно дозвониться, там у нас много операторов, но все равно очень много вопросов, очень долго любят родители и абитуриенты разговаривать, поэтому иногда бывает некий период ожидания. Можно к нам подъехать, мы находимся в центре города, гостиный двор, остановка ближайшая, и нас здесь найти достаточно легко, можно подойти. Также обращаем ваше внимание, что специально у нас прямо в корпусе во втором создана зона подачи документов. Если у вас дома нет сканера, принтера, это все можно у нас сделать, мы все вам предоставляем, спокойно приходите со своими документами и подаете документы. Наша официальная почта, прошу обратить внимание, тоже в том году она у нас поменялась, поэтому все контакты берем только из официальных источников. Ну и здесь наши ссылки, здесь как раз-таки на группу ВКонтакте и на наш сайт для абитуриентов. На этом у нас основная часть завершена, и мы можем перейти к вопросам, которые к нам поступили, и также будем рассматривать те вопросы, которые сейчас к нам поступают. Я думаю, наверное, сейчас начнем с тех, которые поступили до эфира, а дальше перейдем к тем, которые сейчас появляются. Ну, Галина Александровна, готовы? Готовы. Ну, смотрите, такой вопрос первый. Можно ли поступить в магистратуру после специалитета? Можно поступить на магистратуру после специалитета, если этот диплом получен по, так скажем, старой программе, то есть получен до 2012 года. Стандарты, когда действовали? Да, стандарты, когда старые действовали, и где прописана специальность именно. Там у вас еще в дипломе будет написана именно квалификация, например, учитель. То есть, когда вот понятно, какая квалификация. Потому что в современных дипломах, вы знаете, там указывается бакалавр, специалитет, да, магистр. И если ваш диплом в часах, а не в зачетных единицах, то это тоже намекает на то, что, скорее всего, вы имеете право пойти на бюджет, в магистратуру и продолжить свое образование. Так, дальше тут был вопрос, какие льготы при поступлении для детей-сирот. Ну, мы его разбирали. Можно на слайде, запись будет выложена, можно будет нажать на стоп-кадр, посмотреть. Документы там тоже указаны, какие нужно. Здесь единственное, я хотела бы тоже очень частый вопрос, здесь он не поступил. Каждый год поступает от многодетных семей, есть льготы. К сожалению, при поступлении льгот нет. Но если вы поступите в университет, здесь, конечно, от нашего правкома какие-то там бонусы, какие-то льготы будут. Но это уже в процессе обучения. Дальше. Как будут проходить вступительные экзамены, в каком формате? Вступительные испытания проходят в основном в дистанционном формате, кроме творческих направлений. Творческие все проходят устно, то есть танец, рисунок, музыкальное исполнительство, нормативы по физической культуре, это сдается очно. Здесь обратите внимание на расписание, оно уже известно, когда, куда подойти. На консультациях вам еще расскажут, что с собой можно взять, а что с собой нельзя. Но паспорт обязательно с собой берем, без него не пустят. Так, следующий вопрос. Ну, тут такой общий. Какие специальности у вас есть? Какие специальности так, глобально. Да. Наталья Степановна вам уже путь показывала. Заходите на сайт, нажимаете «Абитуриенту», нажимаете далее, допустим, «Бакалавриат», далее проходим во вкладочку «Документация», и там есть специальный файл «Количество мест», где предусмотрены все направления подготовки. И в том числе вы увидите в этой табличке и количество бюджетных мест, и количество платных мест, и в том числе, какие экзамены нужно сдавать, и в том числе выпускникам колледжей, и какие ЕГЭ нужно выпускникам школ. Угу.
Так, следующий вопрос. В каких учреждениях можно получить целевое направление? А в любых бюджетных учреждениях вы можете получить целевое направление. Здесь все в ваших руках, было бы ваше желание. Так, следующий. Как проходит обучение после 9 класса в вашем колледже, то есть после 9 классов в нашем колледже, я так понимаю, и можно ли будет после колледжа сразу поступить в наш университет, и как это сделать? В нашем колледже достаточно обширный перечень направлений подготовки. Они находятся на улице Белякова, 25. Там работает наше подразделение приемной комиссии, которое ведет отбор на программы среднего профессионального образования. Выпускники колледжей поступают, соответственно, в университет по внутренним вступительным испытаниям. И, как уже было сказано, могут сменить направленность подготовки. И как раз следующий вопрос был тоже: после колледжа требуется ли сдача экзаменов для поступления? Да, Да, конечно. да. Без экзаменов у нас идут только победители Всероссийской олимпиады школьников. Это очень редкие люди. Они обычно приходят в количестве очень маленьком, буквально максимум 3-5 человек в год. Поэтому вот они не могут не сдавать экзамен, все остальные сдают. Следующий вопрос: какие проходные баллы? Здесь я, наверное, сама отвечу в том плане, что я не рекомендую ориентироваться на проходные баллы, потому что проходной балл – это результат прошлой приемной комиссии. Это последний человек, который был зачислен на бюджет с самыми низкими баллами в том году. В этом году ситуация другая. Разные абитуриенты, сильные, слабые, приходят. Непонятно, это невозможно предсказать, какой проходной балл будет в этом году. Поэтому ориентируйтесь в первую очередь на проходные минимальные баллы, если вы их преодолели, эти пороги. Второе, вы смотрите конкурсную ситуацию, есть ли у человека оригинал, который выше вас, считаете таких людей, и смотрите приоритеты. Потому что если у тех, кто выше вас, например, все стоят с первым приоритетом, все с оригиналом и все с хорошими баллами, конечно, они будут зачислены. Поэтому здесь в этом году ориентируйтесь только на свою логику, аналитические способности и, наверное, где-то на удачу. Следующий вопрос. Так, добавляет ли баллы итоговые сочинения? Нет, к сожалению, перечень индивидуальных достижений у нас не включает такой показатель. Следующий тоже интересный вопрос. Какие трудности при поступлении? Трудности у нас начинаются с момента подачи заявления. То мы почту не помним, то пароль забыли, то не видим ссылку, то когда экзамены, не успели подать документы, почему у меня нет ссылки. Уважаемые участники, очень прошу прочитать в разделе «Документация» и расписание вступительных испытаний, и инструкцию по прохождению вступительных испытаний. Это для тех, кто сдает внутренние вступительные испытания. И посмотреть сроки предоставления документов. И если совсем уж беда не получается, звоните, приходите, поможем. Да, но вовремя, главное. Да, главное вовремя. И очень много еще вопросов по госуслугам. Там тоже такая рекомендация: внимательно все смотрите, все пункты читайте, потому что там нет ничего сложного, просто иногда нужно внимательно посмотреть. И рекомендую это делать все-таки, наверное, с компьютера, потому что телефоны не всегда очень удобно, и не все кнопочки можно сразу заметить. С компьютера, наверное, это будет гораздо удобнее сделать. Да, и как я уже говорила, если нет техники дома, сканера, принтера, приходите к нам, у нас есть зона, наши консультанты вам помогут, подскажут и все объяснят еще раз. Ну и если уж действительно еще раз что-то забыли, упустили, тогда уже звоните на горячую линию, мы тоже подскажем. Кстати, горячая линия и приемная комиссия у нас работают без выходных, без обеда. Всегда есть человек с 9 до 6, который может вам подсказать, ответить. Следующий тоже интересный вопрос. Сколько лет нужно учиться, чтобы стать учителем? Зависит от выбранного профиля. Если это однопрофильный, то это бакалавриат 4 года. Если это с 2 направлениями подготовки, соответственно, будет 5 лет. Но если еще магистратуру пойдете, еще 2 года. Да. Вообще учитель учится всю жизнь. Вот такая профессия. Сам учится и других учится. Да, потому что невозможно научить других чему-то новому, когда ты это не знаешь. Следующий. Тут тоже интересно, как поступить к вам на бюджет. Во-первых, пройти конкурс. Во-первых, подать документы нужно. Да, подать документы, пройти конкурс. И самое главное, принести оригинал. Да, не забыть сделать это в срок. Помните, время ограничено.
Потому что были у нас в том году грустные истории, когда просто на 5 минут опоздали, не рассчитали время выезда, из другого города ехали и не смогли вовремя предоставить оригинал. Кстати, здесь еще акцент хотела бы сделать для тех, кто очень оптимистично к этому процессу поступления относится и свои оригиналы хочет выслать почтой. Здесь нет никаких гарантий, когда Почта России или доставка или еще какая-то почта доставит к нам в университет документ. Документ будет считаться полученным, когда в приемную комиссию его принесут, и мы вскроем пакет и получим ваши документы. Не с даты вашей отправки, не с даты получения каким-то оператором, кто будет перевозить ваши документы. Именно по факту получения в университет документа. Обратите на это внимание. Если будете высылать почту, рассчитайте время заранее. Прежде чем выслать оригинал документа, не забудьте просчитать, проходите ли вы на эту специальность, чтобы не было, что вы и оригинал отослали, и не прошли, и остались у разбитого корыта. По поводу оригиналов добавлю, пожалуйста, обратите внимание, кто поступает по отдельной квоте. Справочка должна быть в оригинале вместе с документом образования. Без оригинала справочки мы не сможем вас зачислить. Но здесь тоже еще комментарий. Многие спрашивают по целевому, кто поступает, нужен ли нам оригинал целевого договора. Нет, нам оригинал не нужен. Нам достаточно скан-копии, потому что договор заключается между заказчиком и абитуриентом. То есть это вы между собой договариваетесь. Нам вы просто подтверждаете факт того, что вы договорились, и скана вполне достаточно. Следующий тоже очень интересный вопрос. Отменят ли ЕГЭ? Нам об этом неизвестно. В этом году, пока не отменили. В этом году пока не отменили. Что будет в следующем году, пока предсказать не можем. Можем только сказать, что новые правила приема будут известны 1 ноября этого года на 2024. Так, следующий вопрос. Какие предметы нужно сдавать, каков срок обучения и количество бюджетных мест? Здесь, наверное, тоже отвечу. Мы уже говорили, что есть на сайте для абитуриентов, когда вкладка «Абитуриент» нажимаете, выбираете уровень образования, какой вас интересует, выбираете кнопочку «Документы» и изучаете, листаете. Там для тех, кто не любит документы, есть интерактивные такие штучки цветные, можно в них посмотреть, там есть описание, кем будете, сколько лет учитесь, там все это описано. Следующий вопрос. Какой конкурс на место? Какие факультеты есть? Про факультеты тот же ответ на сайте смотрите, а вот про конкурс. Конкурс на место зависит также от специальности. От 8 до 10, где-то больше, где-то меньше. То есть все будет складываться от того, сколько будет подано заявлений, с какими баллами и результатами вступительных испытаний будут у нас известны конкурсные списки. Соответственно, вы их увидите в своих рейтингах. Ну и единственное, могу только сказать, что самые из года в год популярные, это у нас специальности лингвистика, там, где готовят переводчиков, это дизайн, там, где дизайнеры готовятся, в принципе, все с изучением иностранных языков. Ну и дальше уже, конечно, идут педагогические, там начальные классы, хорошая конкурсная ситуация всегда. Ну, она, наверное, для вас не очень в плане хорошая, что много людей, но мы радуемся таким показателям. Начальная, да, школьная, логопедия тоже пользуется популярностью. Здесь все нужно смотреть вот в вашем личном кабинете, где списки поступающих, там можно посмотреть, оценить масштабы трагедии, либо, наоборот, порадоваться, что вы там первый в рейтинге. Следующий тоже интересный вопрос. Как стать мультипликатором? Выбрать направление дизайн. Да, там у нас в этом году профиль с анимацией связан. Как раз-таки очень интересно. Очень интересно. Это новое по России уникальное направление. Тоже рекомендую. Тоже говорю, конкурс большой. И рисовать нужно уметь, когда будете поступать и сдавать вступительные экзамены. На экзамены тоже просьба не опаздывать. На рисунок это самый длительный экзамен. 4 часа выделяется. Он проходит у нас в корпусе. Там несколько потоков, потому что народу очень много обычно приходит, и есть специфика сдачи экзамена, нужно специальное оборудование, поэтому заранее все узнаете, посмотрите. Следующий вопрос. Поможет ли ВУЗ с трудоустройством после учебы? Можно ли перевестись на другие направления, если не понравится учиться? И как это сделать? Ну, по первому вопросу, это прям по роду моей деятельности. У нас есть специалист по трудоустройству, который работает со студентами, с выпускниками, подсказывает, какие есть вакансии, где требуются кадры. Можно также прийти, специалист поможет и с резюме, поможет найти контакт с работодателем, поэтому здесь без проблем, особенно в сфере образования, заявок очень много, без работы вы точно не останетесь.
И следующее, можно ли перевестись? Действительно, перевестись можно, но здесь вопрос, во-первых, на какую специальность вы хотите, хотят ли вас там, потому что если вы хотите на бюджет перевестись, нужно, чтобы было вакантное бюджетное место. Есть наверняка ряд требований, потому что разные учебные планы могут быть, да, если, например, вы учились допустим, на дизайнера и захотели пойти на учителя начальных классов. Разные учебные планы, будет разница, нужно будет ее сдать. Но все это регулируется в вашем деканате, когда вы поступите, познакомитесь, и там уже можно будет уточнить. Но все равно я так полагаю, что перевод возникнет не прям сразу, это, скорее всего, какой-то период пройдет, когда вы решите, что вы хотите что-то изменить в своей профессиональной такой карьере. Следующий вопрос, мы уже на него отвечали, что делать в случае не сдачи ЕГЭ. Мы уже говорили, что либо если у вас 2 ЕГЭ проходные, вы подбираете вариант, слайд у нас есть. Если совсем не получилось с ЕГЭ, здесь несколько вариантов. Либо вы пересдаете ЕГЭ на следующий год и уже приходите с результатами, если они у вас тоже проходные. Либо вы идете в колледж, не теряете время, получаете какую-то специальность, а потом уже придете в университет. Может быть, за период обучения в колледже вы поймете, что вы хотите в университете другую специальность. Такое тоже часто бывает. Поэтому главное не отчаиваться и вовремя сориентироваться. Следующий опять у нас вопрос был про дизайн. Видимо, один человек писал. Сколько лет учиться на дизайне после колледжа? 4 года. На очке 4 года, на заочке, если пойдете, там, правда, бюджета нету на заочке, очень заочно, по-моему, у них там, там будет сокращение срока 3 года 6 месяцев. Так, какие творческие испытания для поступающих на дизайн? Это мы тоже раскрывали. Там рисунок, как я уже говорила, рисовать нужно уметь. Там будет академический рисунок. Консультация тоже будет, там очень хорошо все объясняют, какие примерно будут задания, как это все правильно осуществить и оформить. Следующий такой тоже вопрос с перспективой. Как вы предполагаете, как изменятся проходные баллы в следующем году? Такой. Ну, на этот вопрос вообще невозможно ответить. Да, это надо быть, наверное, гадалкой. Потому что все зависит от результатов ЕГЭ, от результатов вступительных испытаний. Год от года ситуация разная, поэтому предугадать это невозможно. Да, здесь и в принципе не рекомендуем этим заниматься. Как я говорила, проходной балл – это история из прошлого, и она вам может просто подсказать, насколько популярная специальность, а какие-то ориентиры для себя дать, это только время потратить и нервы. Следующий вопрос. Можно ли поступить в заочной форме на бюджет? Какие экзамены нужно будет сдавать, если у меня имеется среднее профессиональное образование и время обучения? Я так понимаю, это срок обучения. Срок обучения, мы уже говорили, на заочном сокращается на полгода, то есть это 3,5. А какие вступительные вам сдать? Еще раз повторюсь, что выбираете на сайте кнопочку «Абитуриенту», выбираете уровень образования, допустим, бакалавриат, в разделе «Документация» находите файл с документом, который называется «Количество мест», и там в правом последнем столбике все вступительные испытания для лиц, окончивших среднее профессиональное образование, то есть колледж. Это ваши вступительные испытания. Ориентируйтесь по направлению, смотрите наименование этих вступительных испытаний, и там же в разделе «Документация» смотрите все программы свои, читаете, изучаете, смотрите требования к этим экзаменам и готовитесь. Здесь тоже комментарий, что это все-таки вступительные испытания. Это не то, что вы уже получили квалификацию, поэтому уровень вопросов не сильно сложный, потому что многие боятся и думают, что это прям такой квалификационный экзамен. Нет, это вступительные экзамены, уровень соответствующий. И по поводу, где есть бюджет по заочной форме обучения, это тоже, во-первых, общие цифры есть у нас на первом слайде, презентацию мы с этого начали, а конкретно по направлениям в том же документе, количество мест, там по форме обучения будет у вас 3 колонки, вы там все можете посмотреть. Следующее, предоставляется ли общежитие? Здесь уже у нас проректор немножко анонсировал. Действительно, все, кто поступают на очную форму обучения и очно-заочную форму обучения, обеспечиваются местом в общежитии. Это имеется в виду, если у вас нет уфимской прописки. Дальше уже смотрятся, идут в очереди, так сказать, на рассмотрение те, кто на коммерческой основе. И дальше уже все, кто, если остались какие-то комнаты, естественно, рассматриваются все желающие. Поэтому здесь все будет зависеть от того, насколько большой будет коммерческий набор и тех, кому нужны именно места в общежитиях.
Вся информация по заселению будет как вот ближе к первой дате зачисления. На сайте официальном университета будет целый баннер для вас подготовлен, где будет информация по заселению, информация про адаптационный лагерь, куда подойти, что принести и что с вами будут делать. Рекомендую лагерь всем посетить, там очень интересно, вас познакомят с университетом, вы познакомитесь с нашими классными студентами, они вам расскажут, все покажут, это будет интерактивно, вам понравится. Ну и дальше тоже такой последний из этих вопросов. Какой проходной балл на бюджет и на коммерцию? Здесь вот уже про проходной балл, бюджет мы сказали. На коммерции вообще нет такого понятия, как такового проходной балл. Там группа формируется, во-первых, по факту вы прошли, преодолели пороги, вы заключили, оплатили, и по мере формирования группы. Здесь, естественно, если, например, мы формируем 30 человек группу, а вдруг захотела туда 60 коммерческих, вот первые 30, кто успел заключить и принести, подтвердить свой факт оплаты, заключить договор, вот они в эту группу и войдут. А дальше мы уже будем смотреть, будет ли открываться вторая группа. Если будет открываться, то и вторые войдут, если не будет, то уже не войдут. Поэтому здесь тоже следите за сроками. На коммерцию, когда вы будете поступать, оригинал документов не нужен, там по копии достаточно, поэтому вам немножко проще в этом плане. Так, ну и давайте перейдем к вопросам, которые поступили во время эфира. Так. А после 11 класса могу поступить в ваш институт, сдал русский язык и базовую математику. К сожалению, у вас 1 ЕГЭ, вы не сможете с таким набором сдать, потому что, как видели, у нас есть варианты, если у человека 2 ЕГЭ проходные. Здесь я вам могу порекомендовать, вы, в принципе, по всей России не сможете никуда поступить, поэтому вам точно нужно посмотреть программы в колледжах и после уже колледжа приходить к нам в университет. Так, до какого времени 28 числа можно подать оригинал документов по целевому направлению? Здесь, Галина Александровна, еще раз можете повторить. 28 числа вы вместе с оригиналами аттестатов и документов об образовании вы предоставляете договор о целевом обучении. То есть это 28 числа 14:00. Да, по Уфе 14, по московскому времени это 12:00. Госуслуг тоже это все касается, поэтому тоже внимательно посмотрите. Так, дальше. Поясните, пожалуйста, какого числа последний день приема документов оригинал. У нас есть отдельный слайд, там табличка удобная. Я думаю, что вам проще будет сделать стоп-кадр. Я, конечно, могу проговорить. Так. Те, кто поступал по квоте, это 28 число, да. Общий конкурс – это 3 августа. Да. Обратите внимание, что у магистров сроки совершенно другие, но мы сегодня акцент на них не делаем, поэтому мы думаем, что магистранты, они уже опытные поступающие, они найдут все документы в личном кабинете абитуриента и найдут, куда сами позвонить. Дальше. Как мне указать, что я хочу сдавать вступительные испытания в ВУЗе, если я поступаю по отдельной квоте? Вы, когда будете подавать документы, у вас там будет такой наводящий вопрос, имеете ли вы права на квоту? Вы выберете нужную вам квоту. Там так и будет, это будет отдельная квота. У вас там спросят, какой документ у вас есть подтверждающий. А если вдруг вам не будут назначены экзамены, как я уже говорил, за пару дней вам нужно будет позвонить, уточнить, что вы что-то там, например, не получили письмо на почту, которое говорит вам, что делать и как сдать экзамены. И мы тогда уже проверим, может быть, просто бывают иногда технические какие-то сбои, потому что поступающих много еще через госуслуги поступают, это все сводится в единой системе, иногда бывает небольшая задержка. Но все решаемо, но главное бдить. Следующее, так, если оба ребенок подал заявление, но не может посмотреть ваши списки поступающих, потому что отображается только количество, но никакой конкретики. Как понять, что он в списке поступающих? Ну, вообще в личном кабинете как раз-таки нужно именно зайти в списки поступающих, и у меня был слайд, прям нужно нажать, вот там, где написано «Общий конкурс» и сколько человек подало, прям на эту кнопочку нажимаете и увидите список. Как раз на количество заявлений и нажимаете. Да, просто не дожали, там нужно нажать еще дальше. Следующий вопрос. Здравствуйте. Если оба родителя инвалиды 3-й группы, то есть какая-нибудь льгота на поступление? К сожалению, в данном случае нет. Если бы у ребенка была какая-то инвалидность, были бы льготы. На факультете татарской филологии, родной татарский язык, после СПО нужно сдавать 2 внутренних вузовских испытания, русский и основу психологии, либо же нужно выбрать что-то одно. Здесь, смотрите, во-первых, всегда 3 вступительных испытания. Русский язык все обязательно сдают,
Даже неважно, вы после ЕГЭ или после колледжа, то есть просто школьники, они по ЕГЭ сдают, а после колледжа сдают наши внутренние. У вас будет 3 экзамена: русский, обществознание, после колледжа у вас будет основа педагогики и психологии, и сдаете татарский язык. Вот 3 экзамена у вас будет. Вы не выбираете, у вас обязательно всегда должно быть 3 вступительных испытания. Так, если заявление подано и на бюджет, и на платное, приоритеты должны быть расставлены одинаковые? Приоритеты вы можете расставить в разных заявлениях разные. Ну и насчет коммерции, там приоритеты немножко теряют свой смысл, потому что где вы, на какую специальность заключите договор, туда вы и поступите. Да. Это вы сами выберете в момент заключения. Здесь немножко чисто вам для себя. Да, чисто для себя приоритеты. Это просто для нас, когда мы будем, например, звонить и формировать группы, будем смотреть, куда вы наиболее хотели, и, возможно, вас предложат. Но, может, вас другая какая-то специальность переманит. Так, если я приеду поступать по целевому направлению, но будут свободны бюджетные места, смогу ли я перейти на них? Здесь, смотрите, квотники все зачисляются гораздо раньше. Поэтому вы сначала зачислитесь на целевой конкурс, если пройдете. А вот если не прошли по целевому конкурсу, тогда вы имеете право пойти в общий конкурс, либо на коммерцию. Тут уже вы сами решите. Все квотники зачисляются немножко раньше. Вы видели, у нас был слайд, табличка по срокам, поэтому обратите на это внимание. Да, потому что иногда бывает, что квотники думали, что смотрели даты для общего конкурса, оригинал не успели принести, все забыли. И, соответственно, никуда не поступили. Очень внимательно. Здесь я хочу обратиться к родителям. Очень много в том году было случаев, когда родители доверились детям, полностью отпустили ситуацию, надеялись, что ребенок сам разберется, сам сообразит, потому что сами ничего, понятно, что сами давно поступали, ничего не понимают, и страшно в это все вникать. Убедительная просьба: вникните, потому что дети тоже первый раз поступают. Они с этим никогда не сталкивались, у них много вопросов. Они иногда бывают, не дожали кнопочку, не нажали, не прикрепили. Лучше перебдить в данной ситуации, потому что, вы понимаете, что цена ошибки – это ближайшие 5 лет жизни вашего ребенка. Поэтому посмотрите, проверьте, правильно ли расставили приоритеты, правильно ли выбрали конкурсы, все ли документы на квоту предоставили, все сроки еще раз проверьте. Если запутались, не понимаете, позвоните, придите, спросите. Лучше здесь переспросите нас достать, чем потом вы будете грустные ходить и с грустным взглядом. Следующий вопрос. Не получается открыть список заявлений на поступление. На сайте они работают как просто текст, а не ссылка. А здесь, возможно... Если у вас что-то не получается, иногда бывает просто с телефона, что-то с интернетом, бывает какая-то неполадка. Либо бывает система на обновлении, но это не так часто происходит. По идее, списки заявлений... Это бывает утром и вечером. Да, утром и вечером обновление происходит. Поэтому если вдруг что-то не получается, попробуйте через минут 20-30, потому что обновление обычно дольше этого времени не длится. Но если совсем не получается, тогда позвоните, может быть, что-то у вас где-то там в настройках, мы посмотрим, подскажем. Так, здравствуйте. Нажимаем на количество заявок, и все, ничего не открывается. Здесь либо подождать, потому что списки большие, они могут просто подгружаться долго. Так, следующее. После СПО целенаправленно пришли в БГПУ. Сказано, что в приоритете те, кто сдал оригиналы. Да, без оригинала зачислений не будет. Но у нас взяли только скан, рейтинг все время отодвигается, у нас красный диплом, каковы шансы? Во-первых, за красный диплом вам нужно проверить, если начисление индивидуального достижения, 5 баллов у вас, вы имеете право. Оригинал можете в любое время привести, вы тоже тогда увидите, что у вас будет оригинал. Здесь тоже, уважаемые родители, абитуриенты, данные не сразу, не так, как вот вы принесли, сдали оригинал на стол консультанта, он вам дал выписку, это не сразу отображается в системе, иногда проходит день-два, потому что большой объем информации, просто не всегда это подгружается вовремя, тем более мы еще работаем с госуслугами, суперсервисом, там тоже есть небольшие временные такие периоды состыковки, и что-то может не сразу у вас отображаться, поэтому имейте терпение, если в течение дня у вас что-то не появилось, тогда это повод позвонить, уточнить. В течение суток это вполне нормально. Следующее. Добрый день. Так, по поводу ДВИ. Так, где и когда можно будет на них записаться? Записываться на экзамены не нужно. У вас в личном кабинете будет автоматически, уже даже у многих видно, когда будет какой экзамен. По расписанию вы видите тоже, когда будет проходить какой экзамен где. Ну и вам придет письмо счастья такое на почту вашу,
Здесь тоже обращаю внимание и абитуриентов, и родителей. Вспомните все ваши логины, пароли от почт, с которых вы подавали документы. Потому что сейчас наступает пора, когда это вам очень-очень пригодится, потому что вся информация будет у вас на почте. И отлично. Кстати, здесь не путайте логин и пароль от личного кабинета абитуриента и логин и пароль от системы, где вы будете сдавать экзамен. Это разные логины, разные пароли. Убедительная просьба, обратите на это внимание. Очень много бывает ошибок, и первый час иногда бывает разбирательств, когда ребенок просто путает логины и пароли, не туда заходит, не с теми данными. Так, дальше... мы целенаправленно поступаем в БГПУ, предоставим оригинал документов. Есть ли какие-нибудь приоритеты или оригинал документа можно после приказа о зачислении предоставить? Нет. В приказ о зачислении без наличия оригинала вы не попадете. И есть, обратите внимание, мы тоже говорили, сроки подачи оригинала. Да. Поэтому... 28 для льготного приема и 3 августа для общего конкурса. Да, поэтому вот до этого срока, причем помните, там есть время, 14:00 по уфимскому времени, оригиналы должны быть у нас. Тоже, как уже говорила Галина Александровна, те, кто по отдельной квоте, оригинал справки до этого времени должен к нам поступить. Обратите на это внимание. Дальше, если места бюджетных льготников не займутся, то эти места идут в общий конкурс. Да, если кого-то не востребуется, то после выхода приказа о зачислении на квоту все остальные места уходят в общий конкурс. Бюджетные места никуда не пропадают, они все, вот сколько было выделено, они столько и будут заняты. Так, если подать документы на бюджет и на коммерцию одновременно, в приоритете куда будет зачисление. Но здесь по срокам все, бюджетники зачисляются раньше, поэтому у вас будет время сориентироваться, прошли вы на бюджет или не прошли, и тогда уже подать на коммерцию. Есть у нас такие категории граждан, которые хотят учиться и на бюджете, и на коммерции, не возбраняется, но на бюджете вы имеете право учиться один раз. На коммерции можете хоть в 30 направлений оплачиваете, заключайте договоры и учитесь, если хватает сил и здоровья. Дальше, в списках поступающих блок 1, блок 2, блок 3, что это значит? Это, насколько я помню, это вступительные испытания какие, первый экзамен, второй и третий, это просто для информации, поэтому на это можете не обращать внимания. Вам главное в списках, как я уже там был скрин, это первый идет СНИЛС, это вы себя ищете по номеру СНИЛСа, либо по номеру шифра, это у вас в личном кабинете, у кого нету СНИЛСа, ищите. И смотрите дальше, там видно приоритеты, видно у кого оригинал, видно, кто уже сдал вступительные испытания, кто-то нет. Здесь тоже еще раз обращаю внимание родителей абитуриентов. С 21 июля начнутся вступительные испытания. Тех, кто поступает после колледжа, у тех, у кого инвалидность, те какие-то у кого есть вот эти права на сдачу внутренних испытаний. Еще не все результаты известны, и рейтинги не окончательные. Они еще будут двигаться. Поэтому если вы сейчас на первом месте, не надо сразу радоваться, немножко подождите, когда все вступительные испытания пройдут, все в систему будет вбито, и тогда будет рейтинг. 27 июля будут конкурсные списки. Это когда все сдали, все документы предоставлены, все стабилизировались, и вы уже видите. Поэтому это такая дата, когда точно уже все, последний вариант. Так, объясните, пожалуйста, я могу выбрать 5 направлений. Например, лингвистика и разные формы обучения и оплаты. Верно? Да, все верно. Вы в бюджете можете 5 направлений, во внебюджете сколько хотите направлений можете выбирать. И форма обучения здесь тоже, я забыла сказать, обычно я рекомендую, что с учетом того, что все формы обучения, бюджет в этом году закрывается в одни даты, то есть и очная форма, и заочная, и очно-заочная. Поэтому на подстраховку сразу подавайте документы на бюджет и на очную форму обучения, и на заочную, например, чтобы потом, если вы видите, что вы на очку не проходите, но вы рассматриваете вариант обучения на заочной форме обучения, чтобы у вас уже все было готово, все пути к отступлению были предусмотрены. Так, если 2 дня стоит дата на логопедию, в какой день приходить? Здесь вы, главное, должны прийти в эти даты. Это вы когда придете на экзамен, вас же отметят. И ссылка будет у вас указана. И здесь еще тоже мы забыли сказать, что есть такое понятие резервный день. Если вы болели, у вас есть подтверждающий документ официальной причины, по которой вы не явились на экзамен. Это не просто, что вы проспали и что-то забыли.
Тогда есть возможность сдать в резервный день. Но еще раз говорю, при предъявлении подтверждающего документа. Это не просто, что вы забыли, проспали, не туда приехали или еще что-то. На все экзамены рекомендуем приходить заранее, как минимум за 30 минут, потому что вам нужно найти корпус, вам нужно найти аудиторию, вам нужно сориентироваться, что где находится, себе место подготовить, да, морально как-то настроиться на сдачу экзамена, поэтому приходите немножко заранее. Так, если я не дам согласие на поступление по целевому, могу ли поступить на бюджет? Или здесь уже мое мнение не будет учитываться? Все верно, в этом году мнение мы уже не учитываем, нет такого понятия согласия. Есть понятие оригинал в университете и есть понятие приоритет. Вот если вы поставили целевое первым приоритетом, вы туда и будете зачислены. Если прошли по конкурсу, хватило вам бюджетных мест, то все, вы будете целевиком. Поэтому очень внимательно еще раз посмотрите свои приоритеты и расставьте их, как вам нужно. Дальше. Так, вот тут уже ответ. Приходите в первый день сдачи творческого экзамена. Это как раз-таки вам отвечают по поводу вступительных экзаменов на логопедию. Вас ждут максимально в первый день. Не переживайте, если вы пришли в первый и второй, всех учтем, у всех будут оценки, вы за это не переживайте. Единственное, на все вот эти вот творческие экзамены в обязательном порядке рекомендую посмотреть консультации по экзаменам, потому что есть специфика. Преподаватели уже знают ошибки каждого года, их разберут, все подскажут, объяснят. Поэтому обязательно посмотрите. Консультации не такие длинные, там не более 10-15 минут. Это можно даже вот спокойно где-то фоном прослушать. Следующий вопрос. Нужно ли 2 раза сдавать ДВИ на дизайн и педобразование? Нет, если у вас вступительный экзамен одинаковый. Например, да, на худграфе такая ситуация, у них 3 направления. Там есть специальность ИЗО и цифровые технологии, есть специальность декоративно-прикладное искусство и дизайн, и есть дизайн. Это разные 3 направления, разные совершенно квалификации, но у них 3-й вступительный экзамен – рисунок. Рисунок вы в данном случае, если вы претендуете на все 3 специальности, сдаете 1 раз. И результат вам засчитается 1 раз. 3 раза вам его сдавать никто не даст. Так. Ну, в принципе, я так понимаю, что все вопросы мы озвучили. Я желаю, наверное, вам всем, во-первых, сохранять спокойствие, бдить за всеми сроками, датами, документами и, конечно же, вам немножко удачи, чтобы все у вас хорошо сложилось. Галина Александровна, будут ли у вас какие-то напутственные слова нашим абитуриентам и родителям? Главное не паниковать, если что-то не получается в личном кабинете или что-то сразу себя не увидели, не надо кричать «караул, помогите». Просто позвоните нам и выясним спокойно ситуацию, потому что у кого-то интернет не сработал, у кого-то программа зависла, кто-то не на ту кнопочку нажал. Потому что достаточно сложно сейчас с приоритетами сориентироваться и выбрать все конкурсы, потому что они очень большой список выдают. Поэтому не паникуйте, все получится. Ну и мы вас ждем, конечно же, в нашем университете 1 сентября в качестве уже студентов Акмолинского университета. До новых встреч, до свидания. Добро пожаловать.